Всем привет, друзья! Сегодня сделаю небольшой обзор настроек своей экшн камеры CGCam 5000X. Ну, вернее, покажу, какими настройками я пользуюсь при своих съемках. То есть, какие у меня стоят настройки. Ну, многим, я думаю, кто только-только начинает, все-таки, наверное, надо там... Ну, я, к примеру, посмотрел тоже в интернете у человека, который там постоянно снимает, и он так же подробно все объясняет, показывает именно какие там настройки стоят. Сейчас мы, ну, с включением, наверное, не будет никаких проблем. Там вот этой камеры. Так, ну, обычный дисплей включается. И коротким нажатием на кнопку включения мы заходим, двойным нажатием заходим в пункт меню и выбираем настройки. Выбираем настройки. Так. Вот тут такое меню. И сейчас пройдемся мы по каждому пункту, какой у меня стоит и почему стоит. Что именно, что знаю, то объясню. А что не знаю, буду пропускать. Ну, что не знаю, обычно у меня стоит по умолчанию настройки. То есть, какие заводские там стоят, такие стоят. Но самое главное, это разрешение видео. Конечно же, самое ходовое сейчас это разрешение 1080 на 60. Но так как у меня компьютер старенький и не тянет вот эти значения, я снимаю на 720 и как бы, ну, тоже неплохо получается. Вот. Это значение, ну, обычно уже все снимают на 1080 на 60. Это хорошее качество. Так, дальше заходим в цикл записи. То есть у меня он стоит значение выключено, так как я не хочу, чтобы, например, видео делилось на какие-то там промежутки, например, там можно выбрать 3 минуты, 5 минут, 10 минут. У меня она выключена. И автоматически, то есть он разделяет на 25-минутные периоды. То есть 25 минут съемка, видео делится, дальше съемка пошла. Вот. Я поставил выключено. Но если кто хочет, чтобы видео делилось там на определенные участки, пожалуйста, поставьте какое значение вам, что вот предлагает. 3 минуты, 5 минут, 10 минут. Идем дальше. Тут значение по экрану написано Full. Заходим и смотрим. Это получается у нас угол обзора нашей камеры. То есть 170 градусов, 140 градусов, 110 градусов. Ну, конечно же, мы выбираем 170 градусов, потому что очень широко берет и получается изображение, ну, красиво, конечно, когда обзор побольше. Дальше такой момент. Есть тут в этом пункте значение выключить вообще этот угол обзора. И получается, что при вот такой настройке получается, что появляется зум у этой экшн камеры. Многие говорят, что у экшн камеры нету зума, а он есть. Просто надо выключить. Ну, в данном случае у CGCam 5000X. Просто надо выключить это значение угла обзора. Ну, естественно, я не буду выключать. У меня он стоит 170 градусов и 170 градусов. Так, вот это значение VDR, вот это я не знаю, честно, ребята. И у меня она стоит по умолчанию выключена, значит выключена. На качество съемки, по-моему, никак не влияет. Дальше. Гироскоп. Это стабилизатор изображения.
Он у меня включен, потому что при съемках постоянно там или на коляске еду, все трясется, или руки еле-еле держат, тоже трясутся руки. И изображение получается не очень качественное. А стабилизатор, он эту всю трясучку выравнивает. И получается, что качество лучше. Естественно, я всегда включаю. Одно неудобство, когда, например, снимаешь вершинку там фидера или вершинку хлыста, вот этого хлыстика на зимней удочке, то есть показывает еле-еле. Ну, он старается выровнять вот это дребезжание. Так. Дальше запись звука. Мы, конечно же, звуком нам нужен, как без звука видео, конечно же, включаем. Видео, звук есть. Так, идем дальше. Громкость. Тут значение от 1 до 10. Что ниже 8, это получается звук очень тихий. На экшн камерах и так очень слабый звук. Ну вот значение 8, чисто для квартиры, то есть снимать в закрытом помещении, 8 будет в самый раз. Но немножко нужно говорить погромче. Например, вот так. А если мы снимаем на улице, да, 8 не хватает, естественно, и мы ставим 9. И вот этот 8, 9 оптимальный вариант. Если мы поставим 10, то есть звук, конечно, будет погромче, но будет и фон очень мощно шуметь. И я, например, выбираю 9 и вроде как, не очень хорошо, конечно, красивый звук у экшн камеры, но все равно сойдет. Тут, естественно, штамп, даты, время, это все понятно. Это показывает на видео, будет показывать там, если кому надо, там, какой день снимали. В общем, дата времени будет отображаться на видео. Это мне не нужно. Я выключаю эту функцию. Дальше. Режим ТВ. Я, ребята, не знаю, и по умолчанию у меня стоит вот такой режим. NTSC. Вот такой режим, и я его не меняю. Так, дальше. Информация на экране, конечно же, нам она нужна, она включена, потому что показывает, в каком формате я снимаю, какое разрешение кадра, сколько там, например, осталось заряда, еще что-то. Информация на экране нам нужна. Дальше формат видео. Такой пункт, где выбираем, конечно, формат. То есть MP4 самый популярный, конечно, MP4. Я всегда снимаю на MP4. Есть также формат MOV. Я не пробовал записывать, но, по-моему, если грузить, например, в интернет, там они ходовые вот эти файлы. Но я всегда снимаю MP4. Я вообще показываю то, что именно у меня, например, как настроено, как я снимаю. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Вообще я просто показываю, какие настройки у меня стоят. Дальше. Bitrate. Тут высокое значение стоит по умолчанию. Я ничего и не менял. Так, дальше идем. Тут дублирование файлов. По-моему, он тоже у меня выключен. Так, этот я не знаю, что за, но тоже выключен по умолчанию стоит. Разрешение фотографий, естественно, самое высокое, чтобы самое четкое изображение, когда фотографируешь. Так, это все понятно. Качество тоже, естественно, высокое выбираем. Дальше резкость нормальная, получается, что резкость, чтобы, кому как, но я считаю, что резкость должна быть нормальная. У меня, я и тоже, это все стоит нормально по умолчанию, я не менял. Так, контраст высокий. Так, уменьшение шумов.
Это тоже высокий, это все, это заводские настройки, я ничего не менял. Вот это, что я не очень-то и не стараюсь экспериментировать. Баланс белого поставил авто, потому что ну, каждый раз там смотреть дневной свет снимаешь или облачно, когда я не очень-то и выбрал пункт авто, и вроде бы неплохо. Режим цветоизображения там нормальным ставим. Ну, там можно экспериментировать, конечно, кому как. Можно поставить там черно-белый, можно ретро-режим, теплый, ну, вот так нормальный. Нормальный оно и есть нормально, получается, значит. ISO режим, опять же, вот этот пункт, который я не знаю, что это, но автоматом стоит 100, и я ставлю тоже 100. Экспозиция. Это такой момент, когда, например, если темно, ты добавляешь цвета плюс 1, плюс 2. Если светло, ты убавляешь напросто. Минус 1, минус 2. Ну, я тоже поставил посередке, пока ничего. Так, значение RAW. Я не знаю, что это, но он выключен тоже. Так. Коррекция искажения, это коррекция рыбий глаз, по-моему. Он у меня выключен, но многие там, получается, что на экшн-камерах очень много, ну, очень у многих экшн-камер получается на широких углах обзора получается как бы круглое изображение, рыбий глаз, то есть, рыбий глаз, да. И это можно, например, включить, он будет этот закругленность убирать изображение, а можно и выключить, то есть у меня выключен. Так. Дальше, есть такой, можно сюда ввести свои данные автомобиля, то есть можно использовать эту камеру как авторегистратор. Но я не пользуюсь этим. Дальше, дата, время. Естественно, там вы ставите свою дату, время, это тоже понятно. А автоматическое выключение питания. У меня он выключен, как бы, ну, чтобы он, иногда я, получается так, что я долго, например, не нажимаю кнопку, и чтобы он не выключился, и я выключил просто это значение и все. Звуковые сигналы кнопок. Ну, кого-то раздражает, а мне как бы ровно, что она пищит кнопка, что не пищит. И у меня оно как бы включено. Так, идем дальше. Идем дальше. Не знаю насчет, как там видно на камере. Так. Установка света. Тут мы поставили единичку. Повторяю, что я это все показываю, что у меня стоит. Я никого не, ну как бы, многие когда начинают, еще не знают, что там и как там. Просто показываю. То, что при этих значениях съемка идет нормально. Вот. Я как не какой-то крутой там рассказчик, просто показываю. Вот, например, есть такая возможность показать свои настройки, я показываю. Так, отключение экрана, это тоже, когда ты бездействуешь, например, экран отключается там минуту, 3 минуты, 5 минут, можно выбрать значение. Я выключаю. Частота сети. Тут у меня 60 стоял автоматом, я и оставил 60. Вроде бы так. Поворот изображения. Он у меня выключен. Но можно поставить, включить, если, например, необходимо вниз головой поставить камеру, чтобы снимал. Особенно это, когда крепишь на монопод и на монопод камеру, да, и никак ты его не повернешь. Например, надо снимать вниз головой. И получается, что включаешь этот поворот изображения, и получается, съемка получается нормальная. Водяной знак. Я так понял, что он у меня выключен, но я так понял, что при съемках будет какой-то, наверное, типа логотипа.
я не пробовал, если честно, ребят. Так. Язык, естественно, русский. Так, тут есть Wi-Fi, то есть он связывается с установленным приложением на вашем смартфоне. То есть вы можете настроить, по умолчанию стоит вот такой название, вы можете сами название переделать. И так, тут пароль, естественно, он мне не нужен. Так, удаление файлов тоже понятно. Форматирование тоже понятно. Сбросить настройки тоже. Это получается, что вы ставили настройки, сбрасываете, и остаются настройки заводские. Тут можно посмотреть версию программного обеспечения. Если там обновиться надо будет или что-то, или какие-то проблемы там. Вот. Дальше. Ну, в принципе, вот основные все эти настройки мы посмотрели. То есть двойным нажатием опять выходим. И в следующий раз можно посмотреть вот эти настройки. Там, датчик, вот этот повтор, кнопку просмотра видео, режим автомобиля, датчик движения, то есть у этой камеры есть датчик движения, то есть она будет снимать только если будет какое-то движение. Дальше подводный режим, длительная экспозиция. Это все уже, если получится заснять, я покажу в следующем видео. Ну, на этом все, ребята. Спасибо всем, кто досмотрел. И всем пока, всем удачи, до новых видео, ребята. Пока.